Ромбажап Цыбиков, буддист-паломник у святынь Тибета. Глава книги 17. Домой. Часть 62. Дневник пути от Лхасы до Кяхты. 10 сентября 1901 года и 2 мая 1902 года. Пробыв в Центральном Тибете более года, я так соскучился по моим родным и о моей родине, что решил отправиться в обратный путь. К этому побуждало меня и то обстоятельство, что денежные средства мои совершенно истощились, так как я старался составить как можно большую коллекцию книг. Больших частных типографий в Тибете нет, и все значительные типографии принадлежат Далай-ламскому казначейству, монастырям, датсанам и так далее. Частные лица изготавливают лишь такие доски, на которых вырезаны священные книги ради приобретения добродетелей. И такие доски обыкновенно жертвуют монастырям. С промышленной целью держат доски лишь немногочисленные типографщики. Каковыми являются исключительно светские простолюдины. Монастыри взимают известную невысокую плату за печатание их досок. Печатают на местной бумаге чернилами, приготовляемыми из сажи тут же на месте. Берут смоченную бумагу и, наложив на обмазанную доску, проводят валиком, обшитым сукном. Это печатание требует совместной работы 2 людей. Приобретенные мною книги имеются главным образом в типографиях Паталы, Датсанах Ласаллина и Гоман Брайбуна. В брайбунском Галдан Пабрани, в Датсанах Сера, Ритодах Дубхн и Пурбуджок, в лхасских Линах, Галдане, Цичоглине, в дзанских монастырях Ташил-Хумбо, Улчу, Дагдын-Пунцоглине, монастыри 16-го перерожденца от времени Будды Шакьямуни, нынешнего халхасского Джибсун-Дамбахотукты, знаменитого ламы, известного под именем Таранаты, хотя, собственно, его имя было Ганганинбо. Это конец XVI и начало XVII века. В Шалу, славном монастыре известного автора истории буддизма, в Тибете, Будона, начало XIV века и другие. Продают книги сами типографщики, как всякий товар на рынках, разложив на земле. Большие сочинения можно получать только на заказ. Вообще, Тибет – такая страна, откуда богомольцы возвращаются с постоянными дефицитами бюджета. И это послужило даже основанием поверья, что с тем, кто увозит из Тибета остатки своих денег, случается в пути какое-нибудь несчастье, так как местные духи, жадные к деньгам, злятся на скупых. Месть их неотразима даже для знатных монгольских и амдосских перерожденцев. Итак, я стал собираться в путь. Приготовления шли довольно медленно, и особенно много было возни с книгами. Их нужно было хорошо и умело обернуть местным сукном в защиту от сырости и зашить в сырые воловьи шкуры для того, чтобы их не промочила вода от дождей и глубоких попутных рек, где при переправах груз весь погружается в воду. Швы зашитых тюков обмазываются смесью крупчатки с кровью свиньи, что закупоривает все отверстия, через которые могла бы пройти вода. Таких тюков у меня оказалось 20, то есть на 10 вьючных подвод. Затем на 4 подвода нужно было навьючить провизию, одежду и другие вещи, принадлежащие мне и моим людям, коих пришлось нанять 3, в том числе и переводчика, бывшего все время со мною.
Из Тибета в обратный путь легко найти слуг из монгольских и бурятских лан, желающих возвратиться на родину. Такие люди, понятно, из менее зажиточных, охотно прислуживают дорогою за подводу и за продовольствие. Ловкий знаток обязательств нанимаемого может эксплуатировать его труд даже за одну подводу или же за одно продовольствие. Что же касается меня, то я взял одного халхасса и одного южного монгола за вышеупомянутые подводы и продовольствие. Вследствие этого пришлось нанимать до 20 вьючных животных. Этот найм оказался для меня совершенно неудачным, и сложившиеся обстоятельства повлекли за собой много неприятностей, не говоря уже о значительном материальном ущербе. Дело в том, что люди, намеревающиеся возвратиться в Монголию, поджидают в первой осенней луне богомольца из Сайдама, которые попутно промышляют и извозом. В нынешнем году они прибыли в малом числе сравнительно с числом желающих воспользоваться ими. Кроме того, ни у одного хозяина не бывает более 6-7 свободных лошадей, а большинство нанимается вести на 2-3. Таким возчикам, понятно, сподручнее и удобнее взять отдельного богомольца. Для того же, кто хочет нанять большое число лошадей, приходится заключать условия со многими, и наступает безвыходное положение, если не удается собрать потребного числа. Притом в различные места Сайдама ведут и различные дороги, так что приходится принимать в расчет и пункт в Сайдаме, куда монголы могут доставить. После долгой возни и переговоров, затягивает, кое монголы любят до вывода из терпения какого угодно хладнокровного человека, я заключил условия с партией курлуков, во главе коих был некто Кья, адъютант князя, Соном, и тайджинаров с главою их Зайсаном Сенге. Они, в числе около 10 человек, взялись дать мне подводы от Накчу-Цонра до Цайдамского Ханджира за плату по 6 ланов и 5 цинов местных монет, около 7 рублей 14 копеек на наши деньги. Условие было заключено 27 августа 1901 года, и деньги уплачены по условию вперед сполна. День же нашего прибытия в Накчу-Цонра, где лошади возчиков должны были нас ожидать, не был определен точно, но мы уговорились, что мы прибудем с партией курлуков, Кья-Сонам. До Накчу мы должны были нанять тибетцев, обратных попутчиков из тех мест, так как наемных подвод в Лхасе найти очень трудно, даже вернее невозможно вследствие отсутствия скота у большинства населения. 2 сентября. Партия таджинаров выехала, причем их старшина Сенге зашел ко мне и сказал, что будет поджидать нас у своих подвод, хорошо ухаживая за ними, так как нельзя особенно полагаться на местных тибетцев, на попечении коих были оставлены лошади. Я по местному обычаю мог бы взять одного из них в заложники, так как я уже выдал им деньги. Но я положился на честное слово Зайсана, и это привело меня к печальным последствиям. Все время отыскивая попутные подводы, мы, к несчастью, не могли найти их до 9 сентября, когда наняли 2 дамсоков, дамских монголов, по 4 монеты для их места жительства, то есть только до половины пути, до Накчу. Курлуки наняли другие подводы до Помдочу, так как находились в одинаковых со мной условиях в отыскивании подвод. Наконец, 10 сентября мы навьючили найденных 16 яков, а сами пошли пешими. Сначала я шел очень бодро, но лишь начали подниматься на перевал Гола, как я уже почувствовал трудность подъема и был очень рад остановке возчиков, когда они решили переночевать
на одной поляне на южном склоне перевала. Несказанно хорошим показался мне приготовленный чай без молока, и я, утолив жажду, почувствовал себя снова бодрым, позабывшим недавнее утомление. Ночью наши возчики стали караулить своих привязанных вокруг палатки янков, да попутно и наш багаж, так что мы спали спокойно. Возчикам, впрочем, нечего было особенно беспокоиться. У них была очень большая и красивая собака местной породы. Главное достоинство ее было, конечно, не в величине и красоте, а в том, что она спокойная и сонливая днем, с наступлением темноты совершенно изменялась в характере и всю ночь напролет обходила в некотором расстоянии лагерь и поднимала громкий лай, лишь только слышала вблизи шум или видела людей. Я следил за ее лаем и ни разу не мог упрекнуть ее за пустую тревогу. Да, это был славный сторож и верный друг. 11 сентября. Перевалили кое-как Гола. Я снова сильно утомился при подъеме и облегченно вздохнул только тогда, когда достигли, наконец, большого Або, груды камней на перевале. День был ясный, и отсюда была видна вдали Лхаса с ее золотыми кровлями, ярко блиставшими на солнце. Здесь мои спутники зажгли воскурение и, обратясь в сторону священного города, сделали по несколько земных поклонов. Они прощались с ним, и в последний раз лицезрея его, конечно, не преминули высказать благопожелание, чтобы судьба дозволила им еще не раз увидеть его в этой жизни, а в противном случае увидеть в будущей, безотступный залог чему они с верою видели в том, что, положив много труда и преодолев неимоверные затруднения, они достигли его и вступили в сонм его духовенства, они, рожденные вдали от центра религии. Действительно, очень заманчиво и благо обещают священные книги тем, кто достиг счастья поклониться двум Джу и двум Богда, то есть Далай-ламе и Банчен Римпоче. Я лично также восхищался красивой долиною Уя и видом города, который удалось мне посетить, и жизнь которого я старался узнать для того, чтобы сообщить пославшим меня. Многого, конечно, я не достиг в своих наблюдениях, но в общих чертах получил представление о Тибете и тибетцах. Подробностей нельзя узнать в короткий срок, но трудно жить долго в чужой стране, вдали от родины, откуда известия приходят раз в год и касаются они событий, происходивших год тому назад. Должно сказать, что уже почти 2 года, как я не получил ни от кого из родных и знакомых никаких известий. Поэтому мне, с одной стороны, было отрадно наконец-то покинуть эту чужбину, с другой – невольно грустно при воспоминании о том, сколько тайного и непонятного для меня кроется в этой стране. При прощальном взгляде на этот город я не мог отказаться от смутного желания снова побывать в нем. Я только что начал привыкать к его осмысленной жизни, к обычаям и языку этого своеобразного народа. Все было оставлено на полпути или даже в самом начале. Конец 62-й части.